Следующее оборудование, которое я хочу вас ознакомить, называется дегидратор. Или еще проще, это сушильная машина, которая сушит рыбу, мясо, также фрукты, овощи. В последнее время очень популярны стали фруктовые чипсы. Вот они готовятся именно на этом оборудовании. Из чего состоит это оборудование? Оно состоит из лотков, на котором ложатся нарезанные фрукты или овощи, что вы хотите там. Можно застелить, конечно, было бы и выпечной бумагой, можно и не стелить. И ложите данное оборудование. И состоит из корпуса. Этот корпус должен быть очень герметичный, потому что эффективность сушки зависит именно от герметичности этого корпуса. Данное оборудование еще внутри все изготовлено из нержавеющей стали, потому что данные продукты выделяют кислоту. Пусть это будут фрукты, пусть это будут овощи. И нержавеющая сталь, она не реагирует на эти кислоты. Поэтому материал из нержавеющей стали. Основным, я вам сказала уже, да, состоит из корпуса. В этом корпусе, внутри этого корпуса имеется термостат и вентилятор. Для чего термостат? Именно из-за электричества термостат нагревает воздух, а вентилятор нужен, чтобы этот воздух по всем лоткам прошел равномерно. Он надувает, и воздух двигается внутри этого камеры. Все процессы происходят внутри, наружу ничего не выходит. Поэтому те оборудования, большинство оборудований, которые работают выделением пара, выделением теплоты, обязательно устраивают вытяжные вытяжки. А для этого оборудования ничего абсолютно такого не надо, потому что все процессы именно идут там. Ничего не выделяется это. И когда ставится помещение, никогда не надо, что надо именно свет или что-то ближе к чему-то. Нет, это оборудование может стоять везде. Работает оно везде. Как оно работает? Что указывается температура? Термостат, термометр указывает температуру. Как оно работает? Включаете, температура 70, понижаете 45 и включаете вот эту точку, нажимаете, включена. Сушить можно, как я вам сказала, и рыбу, и мясо, можно и фрукты сушить, и овощи. Тут вот все указано. Например, мы положили яблоко, нарезанное ломтиками. Она сушится при температуре 55 градусов 12 часов указано. Вот. Следующее оборудование, например, малина, клубники, они 12 часов тоже при температуре 55. Груши, например, 14 часов надо сушить при температуре 55 градусов. Как вы заметили, все фрукты именно сушатся при 55 градусов. Почему? Потому что они состоят, мы знаем, что фрукты состоят из витаминов, а витамины, особенно витамин С, при температуре свыше 55 градусов он разрушается. А нам этого не надо. Нам надо, чтобы все витамины остались при данном продукте. Что только тут происходит? Тут происходит только обезвоживание, то есть мы удаляем влагу, а все питательные вещества остаются там. Ну, чем преимущество этого оборудования? Преимущество в том, что поставили, включили, набрали программу, все набрали, оборудование само по себе работает. Через 12 часов тут есть таймер, который автоматически выключает данное оборудование. И еще преимущество, видите, тут на одном лотке яблоки, тут на одном лотке курма, на одном лотке, например, бананы. Каждый продукт имеет свой специфический запах. В данном оборудовании эти запахи не распространяются, они остаются теми же продуктами, которые яблоко при своем вкусе, при своими питательными веществами, курма своими, распространение запаха здесь не происходит. Закрываем, выключаем, когда надо выключить, вот, выключаем. Данное оборудование, я вам уже сказала, оно проста тем, что набираете программу, нарезаете все продукты. Первое, естественно, эти все продукты проходят первичную обработку, моете, нарезаете. Потом обязательно
располагаем вот на эти лотки. И включаем всю программу, и оборудование работает. В чем это оборудование очень эффективное. Очень еще тем она важна, что все питательные вещества остаются в самих продуктах. И еще самое главное, все стерильно. Раньше мы сушили на воздухе пыль, грязь, а тут все стерильно. Что я еще хочу сказать? То, что, как мы уже сказали, что фруктовые чипсы в последнее время очень стали популярны. И вот на этом оборудовании именно эти чипсы, чипсы и готовятся. Для чего они нужны, эти сушеные фрукты, овощи? Это дополнение к завтраку, это очень оригинальный перекус, и это вкусняшки для наших детей. Спасибо за внимание.